Совместными усилиями двух стран на протяжении 1,5 лет для реализации проекта «Сухумский марафон» была проведена колоссальная работа. Открывая пресс-конференцию, министр спорта Абхазии Тараш Хагба отметил важность проведения Сухумского марафона в республике. Он рассказал о работе Госкомитета по организации данного мероприятия. В этом году я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы празднуем столетие нашей легкой атлетики Республики Абхазии. И, безусловно, к этому большому празднику, не менее большой праздник, нас ожидает совсем скоро. Это Сухум марафон. Для нас спорт, непосредственно для Госкомспорта, это является развитием данного направления. В этом направлении мы испытываем проблемы, но с помощью таких ярких больших событий мы надеемся, что непосредственно легкая атлетика будет развиваться у нас в стране. Марафон здорового и активного образа жизни вызвал большой ажиотаж и бурю эмоций среди спортивной общественности разных стран. О том, кто примет участие в грандиозном спортивном состязании, об условиях регистрации участников, рассказала генеральный директор компании «Беговая история» Анастасия Мачульская. Большое количество участников из России. Это примерно около 600 человек из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, и местных участников из Абхазии около 150 человек, плюс еще дети. С завтрашнего дня начнется приезд гостей, ожидаем. Потихоньку гости будут прибывать. 25-го у нас пройдет выдача стартовых номеров и также регистрация новых участников. Все желающие, кто не успел зарегистрироваться на официальном сайте, завтра смогут прийти с 11 до 20:00 и в субботу с 10 до 19:00 зарегистрироваться, принять участие. Но единственное, важно, необходимо иметь медицинскую справку для участия в забеге на любую дистанцию. Первая в Абхазии беговая история стартует в эти выходные. По словам организаторов, участники мероприятия с трепетом ждут старта. Все жители столицы, желающие окунуться в мультиграндиозный праздник спорта, имеют возможность вживую наблюдать соревнования. Также мы хотим попросить всех жителей города по возможности поприветствовать и поддержать наших участников. Для вас это также праздник, и для бегунов им нужна ваша поддержка на дистанциях. Медали для участников Сухумского марафона были изготовлены в Китае задолго до мероприятия. Дизайн медалей организаторы держат в секрете, но обещают, что это станет сюрпризом для участников. Конечно, она будет с символикой Абхазии в традиционных исполнениях, но с международными стандартами, поэтому будет очень красивая медаль. Ради нее точно стоит прийти и привести детей на 5 километров и поучаствовать в детской дистанции. Организаторами мероприятия были проведены замеры беговой трассы. Оказалось, что сама ландшафтная местность идеально подходит марафонцам. В Сухуме самая плоская трасса из всех – это высоту до 70 метров набор высоты. Мы ее измеряли летом, то есть есть подтвержденные документы, чем она хороша. То есть бегуны, приезжая, могут поставить свои личные рекорды, потому что они не тратят свое время на то, что и не снижают скорость и не забираются на какие-то горки, которые нужно преодолеть. В эти дни Сухум откроет свои радушные гостеприимные врата всем участникам и, конечно же, гостям столицы. Посетителей ждет также фестивальная ярмарка местных производителей. А при поддержке Министерства культуры и Управления культуры столичной администрации будет организована концертная программа. На мой взгляд, Сухумский марафон – это не просто отдельное событие спортивного характера, это еще и очень важный фактор в событийном туризме, скажем. Если он, дай бог, станет ежегодным, то он сможет стать точкой такой притяжения большого количества спортсменов, туристов, которые будут приезжать. Мы долго думали о том, какую программу сделать, и мы приняли решение, что хотелось бы, чтобы спортсмены также имели возможность познакомиться с каким-то абхазским традиционным видом спорта, и пригласили Федерацию по лучной стрельбе организовать открытые мастер-классы в течение 2 дней. У гостей, участников фестиваля будет возможность также, помимо того, чтобы пробежать, попробовать вино, попробовать абхазскую кухню, также пострелять из лука, сделать различные для детей будет предусмотрен мастер-класс по изготовлению аджиндюх и концертная программа, конечно же. Сухум-марафон – настоящий праздник, позволяющий продемонстрировать свои таланты и испытать силы на главной набережной столицы. 27 октября состоятся забеги взрослых участников марафона на дистанции 42,2 километра и 5 километров. В связи с этим будет ограничение движения транспорта на некоторых улицах Сухума. Будем делать все, чтобы на Лакоба и на проспект Мира автомобили не заезжали. Те, кто живут
ниже улицы Проспект Мира и Лакоба, у них будет возможность по улице Кугония там проехать и выехать, если надо куда-то, и, соответственно, заехать. Для транспорта грузового и для общественного транспорта большого, который не сможет по улице Кирова подняться, например, или проехать по улице, где вот АГТРК, например, сверху, для них специально выделят от улицы Джонова, нет, от улицы Леона и от улицы Имама Шамиля верхнюю часть, там 1/3 от улицы Лакоба, чтобы они могли выехать там, в сторону, скажем, Очимчиры поехать. В связи с введенными ограничениями организаторы мероприятия обращаются к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте в центре Сухума 27 октября. Адис Сагари, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.